Первая половина своей жизни люди работают, первая половина жизни, если вот так скажем, их жизнь полностью, вот половина жизни. Первая половина жизни они работают, зарабатывают, и что делают? Купить свою мечту. Первая половина жизни зарабатывают, и что делают? Купить свою мечту. А второе, то есть купить имущество. Первая половина своей жизни работают люди, зарабатывают, покупают имущество. Пожалуйста, внимательно послушайте. Вторая половина жизни люди работают, зарабатывают. А теперь, внимание, работают, зарабатывают, чтобы содержать это имущество. Первая половина жизни, чтобы купить, вторая половина жизни, чтобы содержать. Вы внимание обратите. Содержать это имущество. Вы внимание обратите, ребята. Это странно, но это так. Содержать это имущество. Это реально странно, но это так. Например, давайте посмотрим реальный путь обычного человека. Когда человек, ребенок, маленький, если ему в руках деньги попадет, сразу он хочет что-то купить. Сладости, конфеты, шарик или что-то-нибудь. Правильно? Тот день, я вспомню, год назад был, по-моему, побежала ко мне дочка поймать за ногу, папа, деньги дай. Я говорю, а что хочешь? Он говорит, ну, хочу купить что-нибудь. Я спрашиваю, а что именно? Говорит, не знаю. И я понял, что, оказывается, природа человека, человеку нравится что-то купить. Не сами вещи нужны, а сам процесс нравится. Ходить там. Вы представляете? Я был в шоке от ее слова. Папа, дай деньги. А что хочешь делать? Хочу купить что-нибудь. То есть, теперь отслеживайте эту дорогу. Отслеживайте. Посмотрите. Ребенок, вот чуть-чуть деньги попал, что-то купит. Потом в школьные годы еще что-то купит. Там всякие магнитофоны, всякие плеера, там часы, туда-сюда. Девушки всякие там безделушки, там, не знаю, всякие эти, да. Блестяшки, наклейки, что-то там покупают, туда-сюда, приклеить везде. Вот чуть дальше взрослые, студенческие годы. В студенческие годы люди только деньги найдут, только одеваются. Потому что надо кому-то нравиться. Все то, что деньги найдут, они одеваются, там, потратят на себя. Парни вспомнят так, девушки. Это же всегда так. Все то, что найдет там. А теперь, если человек чуть-чуть уже себя оделся хорошо, если еще зарабатывал больше этого, начинает думать, купить какую-то технику, купить телевизор, купить там магнитофон дома, холодильник или что-нибудь. А потом, когда еще зарабатывает, он начинает думать, купить мебель и так далее. То есть получается, что поэтапно, в зависимости от уровня обеспеченности, то есть чем больше он зарабатывает, он начинает больше позволять себе. И дойдет, потом начинает купить себе машину, если больше денег. Потом делает ремонт после машины. После этого потом думает о жилье. Когда все это появляется, человек думает о жилье. Проблема жилья иногда, пока решает человек, уже ему 40 лет. Правильно? Пока до этого дойдет, уже 40 лет ему. А теперь процесс начинается наоборот теперь. А теперь дальше он работает, параллельно дети появляются. Детей надо обеспечить. А теперь машина сломается, его надо ремонтировать. Одежда изнашивается, его надо заменить. Техника сломается, его надо ремонтировать. Ремонт дома изнашивается, его надо ремонт делать. Получается, что вторая половина жизни идет, чтобы содержать то, что он приобрел на первой половине жизни. Заметили этот процесс? Это необычный поступок. А теперь вопрос появляется, а что, у богатых этого нету, что ли? У богатых тоже есть. Но самое интересное, у богатых лучшая машина. У богатых лучшая одежда. И они могут позволить себе лучшую жизнь. Странно, да? Это действительно странно. А почему так происходит? Я заметил, что изменения происходят вот в этом этапе. Внимание. Вот это первая половина жизни. Богатый что делает? Смотрите, они точно так же ходят на работу, зарабатывают обычно, как они одинаковые. Но только богатые люди не покупают свою мечту. Копят капитал. Копят что? Копят капитал. Не деньги, а капитал. Они копят что? Это приобрел свою мечту, а это копит что? Теперь внимание обратите. Они копят капитал, а второй половина жизни, что они занимаются? Они строят денежный поток.
Они строят что? Денежный поток. Слово денежный поток понятно вам? Это означает, что когда деньги работают на вас. А теперь смотрите. У богатых мечта тоже есть, правда? У них тоже есть мечта. Они свою мечту сначала не покупают. Они сначала капитал копят, построят денежный поток. А потом от прибыли, внимание, от прибыли денежного потока они берут и потом покупают свою мечту. От прибыли денежного потока берут и покупают что? Свою мечту. А как это работает? Как это происходит? Послушайте меня, пожалуйста. Например, образным мышлением объясню. Образным мышлением. Представьте, что вы работаете, вам не деньги дадут, а вам дадут стакан вода. Например, в виде бартер. Деньги сейчас предмет бартера же, правильно? Но вы представьте, что вы работали, целый день вам давали стакан вода. Не деньги давали, стакан вода давали, как древние времен. Вот, а вы, это ваша зарплата, скажем. А вы можете частично из этого вода пить и частично наливать какое-нибудь ведро. Когда-нибудь это ведро наполнится, если вы по чуть-чуть каждый месяц наливаете. Правильно? Ведро когда-нибудь наполнится. А представьте, что это ваш капитал теперь. Так? Поскольку это ваш капитал, вы оттуда берете на одежду, на еду, на лекарства, на путешествия, на обучение детей, детский сад. Соответственно, вы стаканами берете, правильно? Один стакан на еду, один стакан на одежду, один стакан на лекарства и так далее, и так далее. Правильно? Но человек же не может целое ведро отдавать только на одежду. Другие параметры остаются, невозможно жить. Правильно? А теперь, если вы каждый день по одной стакан берете отсюда, когда-нибудь этот капитал закончится. Правильно? А теперь представьте, что у вас капитал не ведро вода, а у вас капитал небольшой ручейка. А теперь вопрос, вы туда пойдете стаканом или ведром? Ведром. Потому что много богатых людей, которые сегодня богаты, они изначально не были богатыми. Они всего лишь поняли, как деньги заставят работать. Вот и все. А соответственно, чтобы деньги работали, нужно создавать, можно сказать, атмосферу надо создать. Вы хотите сажать цветы. Нужно поле создать, где эти цветы растут. Правильно? Чтобы деньги работали на вас, ваша задача обеспечить поле. А вот это есть система. Это есть направление. Это есть идея. Это есть то, что структура, которую вы выбираете, которая это все делает. Но без денег это вам тяжело будет это делать. Вам нужно философию понять, поверьте, деньги появятся. Кто меня понял? Отлично. Обнимите соседа. Скажите, без тебя что делал бы? Ай, молодцы. Умница. Золотую страницу пишем. Деньги сами идеальный работник. Деньги сами идеальный работник. Отлично, ребята. Моя задача помочь вам формировать это мировоззрение. Знаете, что я заметил? Мозг человека постоянно игнорирует этого. Постоянно человеку говорит, ты не можешь. Ну понятно, что ты хочешь. Был бы у тебя шанс, ты давно сделал бы. Если бы ты только смог бы. Если бы ты знал бы это раньше, ты накопил бы. А сейчас бесполезно. Сейчас у тебя такие расходы. У тебя детям надо за обучение платить. У тебя не получится это. Бывает такое мысли? И у вас в голове человека появляется такой, можно сказать, такое линейное мышление вот таком. Если, вот так. Если бы не были бы у тебя долги. Если бы жена поняла бы, меньше потратила бы. Если бы у тебя не было бы большие расходы. Если бы ты знал бы, как это делать. Если бы пораньше начинал бы в 90-х годах. Если бы ты не потерял бы свои деньги. Если бы тебя не обманули бы. Если бы у меня начальник был бы добрый. Если бы у меня муж понимал бы, что я хочу заниматься бизнесом, не дает, не разрешает меня. Понимаете? Если бы я не заболел бы. Если бы я вообще не родился бы в Кыргызстане. Если бы вообще все было бы по-другому. Если бы я нашла бы хорошую жену.
Если бы вообще мои родители не были бы такими бедными, если бы я родился бы в более успешной семье, если бы у меня тоже байке или айжешка кем-то был бы, если бы я только успел бы, понимаете, да? Вот миллионы. Если бы я только мог бы с людьми работать, что-то у меня не получается. Если бы я только мог бы сохранить деньги, у меня много расходов, не получается накопить. Ваше подсознание всегда будут говорить вам похожие слова, лишь бы чтобы вы ничего не делали. Уловили? И когда я рассказываю вам о деньгах, я даю вам слово. Завтра, когда вы уйдете отсюда, как вы хотите что-то делать, уже у вас один красивый отговорка появится. Ты это можешь сделать, если не была бы такая проблема. Давай это месяц не будем делать, следующий месяц. Начнем. Понимаете? То есть и постоянно будут постараться вас останавливать. Поэтому нужно переобучать свое сознание, чтобы не поддаваться именно этим тормозам. Они слишком мешают человеку, очень сильно мешают. Уловили? Поэтому первое, что надо понимать, нужно определить для себя. Для меня деньги должны стать работником. Правую руку поднимем, повторим за мной. Деньги. Идеальный работник. Но очень плохой господин. Золотая страница. Деньги идеальный работник, но очень плохой что? Господин. Благотворительности. Вы заметили? А вы знаете почему? Потому что так выгодно. Я вам попозже покажу. Это очень выгодно. Потому что за богатство надо отвечать. Завтра надо отвечать за него. Да. Человек, который хочет по-настоящему стать успешным, он должен несколько вещей понимать. Особенно в богатстве. Как говорится о имуществе в религиозных знаниях, в этих, неважно каком религии, что говорится о них? Первое, ты должен заниматься пожертвованием. Так говорится или нет? Ты должен об этом понимать. Так говорится. Поэтому ты должен намерение делать, что Господи, сделай меня богатым, но одновременно не делай меня скупым. Дай мне разум и сердце, чтобы я мог это делать. Второе, пожертвуй самое лучшее. Один раз один человек пришел ко мне и говорит, вот у меня бутик одежды, говорит, вот у меня много остатки накопились, не продается. Можно я их отдам в детский дом? То есть от того, что не продается, я их отдам кому-то. Я сказал, это благо, но это не самое лучшее благо. Ты должен давать самое лучшее от своего богатства. А не от того, что нету, как сказать, выхода, они сами браки, просрочены, никому не нужны, я оттуда хочу отдать. Внимание, первый, ты должен думать, понимать, что готов себя к этому. Дай пожертвование, дай благотворительность. Второе, что я сказал, дай самое лучшее. Уловили? Третье, используй богатство на благо, правильно используй. На благо используй. Создавай много добрых деяний в этом. Это очень важно. Четвертое, верующий никогда не должен накопить богатство. Вы внимание обратите, что я сказал? Верующий никогда не должен накопить богатство. Только тогда ты по-настоящему станешь успешным. Ты просветаешь оригинально.